Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумала достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы сделать обращение к абзелиловцам. В последнее время очень много приходит сообщений, комментариев, пишут в личку о том, что в Абзелиловском районе идет массовая продажа и сдача земель русским, в первую очередь русским из Челябинской области. Что я хочу сказать? Уважаемые жители Абзелиловского района, уважаемые башкорттар, еще недавно по переписи населения можно посмотреть, Абзелиловский район являлся моноэтническим районом. Сегодня, как многие пишут, это уже, к сожалению, не так, и очень много башкир продают свои дома, продают свои земли русским, которые массово приезжают на эти красивейшие земли и живут там припеваючи. Абзелиловский район славится своими красивыми озерами, где любят отдыхать жители всего Башкортостана, приезжают туда. Вы, продавая и сдавая в аренду эти земли, тем самым предаете своих предков, наших всех предков, башкир, которые воевали, которые поднимали восстание за эти земли, проливали кровь, умирали, сидели в тюрьмах. Сегодня вы вот так вот бездумно отдаете эти земли русским, которые массово переезжают. Вот что мне пишут в личку некоторые башкиры. Руслан Агай Хаумагат. Уже даже лояльные местные жители понимают, к чему все идет. Абзелиловский район и так весь распродали Магнитогорским. А сейчас еще проект грандиозный готовится с эко-деревнями Яхта-Кульда от Магнитогорского металлургического комбината. Если не трубить во все дыры, как говорится, то Абзелиловский район станет частью Челябинской области, а конкретнее Магнитогорска. Там уже Уртар бешеными темпами скупает участки и дома, потому что край очень красивый, а Башкорттар, извиняюсь за выражение, все как под копирку продают свои дома и переезжают в Магнитогорск за якобы лучшей жизнью. Если в 2010 году в районе было 90% башкир, то сейчас, наверное, даже 50% не осталось. У нас в районе нет активиста, которого бы всех послушали, как того же Юмагулова, например. Да, пример не самый лучший, но в нынешних реалиях я уверен, что к его бы словам прислушались люди. Что делать, как быть? Надо освещать эту тему, иначе потеряем один из самых башкирских и красивых районов республики. Вот такое сообщение пришло. И тут скриншот одного комментария от девушки, от башкирки, которая, видимо, в чате с кем-то споря, пишет так. Согласна с этим. Не знают абсолютно ничего. Даже на работе русские девушки мне пытались сказать, что Банная – это Челябинская область. Какое же было их разочарование узнать, что это не так. Но, увы, крича здесь об этом, ничего невозможно сделать. Скоро построят эко-деревни, куда переселится еще много русских и будут думать, что это их земля. Но кто же виноват в этом? Конечно же, люди, сидящие на верхах, продающие участки. Вот, читая это, становится на душе очень тяжело. Я хочу сказать вам, башкирам из Абзелиловского района, что эти земли не только ваши, эти земли всеобщие, общего башкирского народа. И вы, отдавая и продавая эти земли, предаете весь башкирский народ. Давите на своих чиновников, давите на своих депутатов. Не отдавайте ни гектара, ни сотки, никакой, ни пяди земли, потому что это башкирская земля. И на ней должны жить башкиры. Вы должны понимать, что эти земли, конечно же, будут привлекательны для русских, потому что они очень красивые, там очень много озер. Но можно как-то жить в деревнях, не продавая, работая в городе, допустим, если нет работы, но не продавать свои земли, не сдавать их русским. Еще раз говорю, мы потеряем одни из самых красивых районов, и уже через некоторое время действительно так и будет, что русские будут говорить, что эти наши земли были испокон веков.
Что вы нашли в этом Магнитогорске? Был я в этом Магнитогорске. Серый, некрасивый, страшный город. Загазованный полностью. Вам так хочется поменять свои красивые территории на этот серый город? Где те абзелиловцы, которые еще несколько лет назад тысячами вышли в Аскарово в защиту Каркатау, хребта? Где эти люди? Почему сейчас они вот так вот бездумно продают и сдают свои земли? Обращение мое, надеюсь, до вас дойдет. Надеюсь, что я не обидел вас своими словами. Все, что у меня было на душе, все сказал как есть. Хау болот, хурматлы милләттәшләр.